В горных районах республики продолжаются масштабные археологические и реставрационные работы. Изучение прошлого помогает лучше понимать свои корни, ценить культуру и наследие родной республики. Реставрация, проведение технических работ по обзору, по ведению учета ранее неучтенных башенных комплексов и выявление уникальных исторических объектов, выявление артефактов на определенном историческом объекте. Все это было в течение года сенсационным и являющимся доказательством без аналогов. Сегодня что мы можем выделить как уникальный объект, выявленный в течение года, и на каких объектах уже завершены работы, и их можно уже сдавать? Но уникальны они все. Это бесспорно, потому что каждый склеп, каждая боевая башня, жилая башня, они уникальны. Если смотреть на то, когда они были построены и в каких условиях они были построены, поэтому, повторюсь, они все уникальны. Как вы помните, наш разговор крайне был в том году, в декабре месяце, и я рассказывал про планы на 25-й год. Напомню и вам, и зрителям, что 25-й год у нас входили такие башенные комплексы на реставрацию. Это Пуй, Лялах, Дошхакле, Вовнушки, Эбан, Тумги, Фурток, Гарак, Хабаерды, Меллер, Келли, Вовнушки, повторюсь. На всех этих объектах идут работы. На большей части объектов мы завершаем в этом году работы. Единственное, переходит на 26-й год, это Вовнушки и Тхабаерды, потому что мы не так давно начали на них работы. Сами объекты очень сложные, и большое внимание уделяется как и общественностью, да, так и подрядными организациями. Пуй у нас практически идет к завершению. На Лялах в данный момент тоже работают, и в конце года мы завершим Лялах объект. Дошхакле мы завершаем также сейчас в декабре месяц. Эбан мы завершили все объемы реставрационные. То, что касается Тумги, тоже в ближайшие недели-две мы заканчиваем. Фурток на подходе, Гарак на подходе. Меллер – это был один из самых больших склепов, который я видел в горной части Ингушетии. Он более 9 метров высотой был, и к нам обращались Бачаловы, Тейпа Оздой в том году помочь провести аварийные работы. Они обратились письменно к Микаилу Сауырбековичу Гусаеву, президенту группы «Сафмар». Микаил Сауырбекович дал распоряжение поехать посмотреть. Мы с командой, со специалистом выехали, посмотрели. Меллер был на самом деле в очень плачевном состоянии. У него два угла обрушилось, и он бы осень не простоял бы, обрушился бы. И внизу там, сейчас скажу, метров 100 обрыв. То есть он посыпался бы туда со всем содержимым. А внутри там сохранились скелеты, одежды, вещи, лук, стрелы, даже детская люлька там была. Я рассказал Михаилу Сауырбековичу, что происходит с данным склепом. Он дал команду немедленно провести аварийные работы, мы его восстановили. Это Меллер. Келли, наверное, вы слышали, недавно мы с главой республики тоже ездили на открытие этого башенного комплекса. То есть, получается, у нас порядка на 25-й год, в общем, у нас порядка 200 объектов мы завершаем реставрационные работы. Это то, что касалось на 25-й год. На 26-й год у нас идут проекты, они тоже сейчас в завершении. На 26-й год мы выходим на такие объекты, как это Салги, Хамхи, Коки, Верхний Карт, Тяж, Ляжк, Бархане, Галушпи и Гаги Галаш. Это тоже больше 100 объектов. В данный момент идут к завершению работы по проектам. Это группа АСН, Алексей Михайлов делает нам проекты, Питерский институт
архитектурные. То есть на следующий год мы выходим вот на эти объекты уже работать. Как планируется восстановить Вовнушки? Имеется в виду, это будет укрепление или реставрация полная? Вовнушки сложный объект, сложный не то, что там они в тяжелом месте находятся, сами башни, высоко на скале. Дело даже не в этом, скала треснула. И в скале есть уже большая щель. В первую очередь нам сейчас нужно укрепить скалу, чтобы она... Башни зайти сделать не проблема. Но если скала будет расходиться, эти башни через какое-то время они рухнут. Поэтому в первую очередь задача специалистов подрядной организации, которые сегодня находятся на этом объекте, они будут укреплять, стягивать башню. То есть специальные инъекции будут делаться, закачиваться специальные средства в саму трещину скалы. После того, как они укрепят, уже специалисты зайдут на верхние башни, будут уже их реставрировать. То есть объект сам очень сложный. Но несмотря на это, у нас хороший проект. Там институт сделал хороший проект, все виды работ там прописаны, поэтому с Божьей помощью мы эти работы завершим. После реставрации появляется возможность представить, как они жили и по каким улочкам проходили. Сегодня, вот, проходя по улочкам Эбен, мы видим, что мы и записывали программу так. В одной башне мы рассказали о устройстве и, переходя в другую башню, говорили: ну что ж, пойдем к соседям. Значит, жили сплоченно. Главным критерием была сплоченность, согласие между собой. И башенные комплексы, несмотря на то, что мы сейчас говорим, что это была связь по каким-то острым, серьезным вопросам, имея в виду, что сигнальные башни сообщали друг другу известия в определенном комплексе, но и сплоченность здесь видится. Там нельзя было не сплачиваться. Объясню почему. Тяжелые же времена были. Если наступал какой-то враг, если в этом комплексе не было сплоченности, да, то враг бы их разбил. Поэтому важно было, где люди жили в таких условиях, да, если этого не было, то тогда они были бы легко доступны. Если каждый закрывал бы свою дверь и говорил бы: то, что снаружи меня не волнует, да, то они бы не сохранились бы. Ни наших предков не было бы, ни этих башен не было бы, да, этих строений не было бы, и мы бы сегодня даже не обсуждали бы про эту тему. Наверное, не знали бы, что такое было. Ну, может, слышали бы, да, но то, что сегодня сохранилось, этого не было. Поэтому сплоченность была, скорее всего, я думаю, это было у них на первом месте. Благодаря этому они сохранились. События, которые закладывали планы на будущий год, это во время язычества, это когда поднимались на цели. Комплекс Бейни был принимающей стороной. То есть почти весь народ туда поднимался. Комплекс Бейни был принимающей стороной. Только потом поднимались на Столовую гору. И вот сейчас, видя архитектурный стиль комплекса Бейни, мы видим, что на самом деле ингуши умели принимать гостей. Будут ли проводиться реставрационные работы на комплексе Бейни? Конечно, не только Бейни, как раньше говорил Михаил Саварбекович Гуцериев. Он неоднократно говорил, что программа минимум на 10 лет, и в течение 10 лет мы пройдем всю горную часть Ингушетии и отреставрируем все жилые, боевые, полубоевые башни, склепы, мавзолеи, храмы, святилища, естественно, да, все отреставрируем, конечно. Планы, по крайней мере, сегодня такие. Вначале на комплексе Бишт в видимости были только несколько башен полуразрушенных. В итоге получилось 2 замка. Как раскрылся комплекс Тунги в ходе реставрационных работ? Тунги тоже был очень сложным положением. Некоторые башни там метр, 1,5–2 метра. Остатки от башен осталось. Сам он, это ансамбль целый, это не комплекс даже, да, это крупный ансамбль. На сегодняшний день больше 20 жилых башен отреставрировано, 2 полубоевые башни, 14 склепов,
храм Тумхо-Ерды отреставрирован, то есть большая часть объектов отреставрирована. И такие интересные находки были найдены в Тумхе. Наши специалисты обнаружили там 16 монет, медные и серебряные. И монеты были 1935, 1335 и 1375 года. Это хан Тахтамыш. То есть это очень древние монеты, они были найдены в стенах одной из башен. Также был найден, сейчас когда проводили археологию, также был найден нож, каменный нож. Это на самом деле было очень удивительно. Представляете, сколько лет должно ему быть? Он заточен с одной стороны полностью, да, это каменный нож сантиметров 20-25. Ну и еще некоторые находки найдены в Тумге. Мы планируем в ближайшее время, когда сейчас будем завершать реставрационные работы, хотим сделать выставку, что было найдено на этом объекте. Там даже в одной из башен сохранился человеческий след. Видать, мастер, который строил эту башню, он оставил отпечаток ноги, 41 размер, небольшой размер остался. И Умалат Гадиев, который проводил там со своими коллегами археологические работы, он говорит, я настолько был впечатлен, он говорит, представляешь, несколько сотен лет этому отпечатку. То есть, важная эта находка была. Как проводятся технические работы по выявлению ранее неучтенных объектов, учитывая возможности группы АСМ? Как вы знаете, уже 2 года группа АСМ проводит паспортизацию горной части Ингушетии. Когда мы начинали эти работы, по данным, то, что мне давал Комитет по охране культурного наследия, было порядка 2800 башен, склепов, музеев, храмов. Спустя 2 года, как мы начали делать паспортизацию, сегодня уже там порядка 5000 объектов. То есть каждый год находится 1000 объектов. И, возможно, их будет больше 5000. То есть следующий год покажет. Проведена колоссальная, огромная работа. Это огромное спасибо Микаилу Саварбековичу Гуцериеву, фондом «Возрождение», который он создал специально для Ингушетии. Фонд «Возрождение» финансирует эти работы. И вот за 2 года выявлено очень много объектов. Еще раз говорю, это 1000 объектов, которые выявлены. И вот 3-й год, 26-й год покажет в конце, сколько новых объектов попали у нас в реестр, то, что касается горной части Ингушетии. Но еще раз говорю, это 1000 новых, вновь выявленных объектов. Как наш народ откликается на строительство, на реставрацию. Ведь важно и устное народное творчество, в котором выявляется и правда в какой-то мере. Я имею в виду истории, передававшиеся из уст в уста через поколения. Какая-то документация, какие-то карты. В этом есть взаимодействие с выходцами из определенного башенного комплекса? Ну, смотрите, прежде чем прийти на любой объект, мы максимально собираем информацию. Естественно, большую часть информации мы находим здесь в архивах, в музеях. Потом группа АСМ работает непосредственно с архивами не только Ингушетии или, допустим, там, Чечни, также они в Грузию летают, в Армении, Питер, Москва, и даже запрашивают из-за границы всю информацию. Я знаю, у них даже есть информация, недавно обнаружили, в Америке нашли целую стопку газет, где рассказывают про Ингушетию. Вот подводя итоги года, что вы для себя выделите как факт, который не может повториться? Повториться? Да. Нет, ну, значит, это сложный вопрос. Повториться, много чего в жизни повторяется. Повторятся ли эти башни? Ну, не дай бог, чтобы нам пришлось уходить в башни и жить. Вот я бы не хотел, чтобы это повторилось бы, да? То есть
лучше жить в мире и не жить в таких тяжелых условиях, в которых жили наши предки. Это главное. Вай Бартхули, дорогие ходды. Что вы пожелаете группе АСМ, Фонду Возрождения и нам всем, представителям ингушского народа, на 26-й год будущее? Что можно пожелать? Не только 26-й год. И в последующем я желаю, во-первых, ингушскому народу. Это сплоченность. Барт. Все, больше ничего не нужно. Барт болит. Камичница. АСМ, большое спасибо за те работы, которые он проводит в Ингушетии. И Алексею Григорьевичу нужно сказать спасибо. Сегодня, наверное, в республике мало ингушей, которые знают так горную часть, как знает он. Он, наверное, если я скажу, 95% территории Ингушетии прошел, я не ошибусь. Он и его команда. Они за эти 3 года обошли полную часть горной Ингушетии. Ему спасибо. Ну, конечно, огромное спасибо это Фонду Возрождения. Да. Не будет фонда, и не проводились бы сегодня эти работы. Ну, имеется в виду, понятно, что фонд Михаил Сарбекович создал. То есть самое главное – это финансирование объекта. Если есть финансовая часть, то построить можно все. Желаю удачи вам в вашей работе в дальнейшем, союзников, понимающих, что это важно, что восстановление это важно, что реставрация это хорошо, что мы этим самым не теряем нашу историю, а возводим факты, которые будут стоять еще века, и благодарных потомков, которые поймут, что сегодня это все делается для того, чтобы они видели и ощущали историю, как мы сегодня видим те же улочки Эбона и других комплексов, которые восстановлены. Это мы сегодня ощущаем древнюю историю в каждом камне, проходя уже по реставрированным башенным комплексам и замковым комплексам, чтобы потомки понимали, что это нужно нести, пока они живы.